25 числа, я думаю, поставим все кабинки под пограничный контроль, таможенный контроль, зеленую зону и пограничную зону. Устроим и дополнительный осмотр, я думаю, за 2 дня или 3 дня. Как мы подготовились, какие замечания будут, чтобы устранить. На встрече обсуждают технологические нюансы подготовки к хаджу, пропуск паломников через государственную границу. По мнению участников, необходимо провести разъяснительную беседу с провожающими, обозначить правила доступа как в таможенную зону, так и правила поведения в аэровокзале. Учитывая прошлогодний опыт, то, что у нас было, кое-что добавим, ужесточились кое-какие требования и в таможенном контроле и пограничном контроле, что граница считается. В принципе, все у нас полным ходом идет. Хорошо, можно сказать, даже отлично. Участники совещания прошли на взлетную полосу, посетили аэровокзал, где осмотрели пункты регистрации и досмотра, а также таможенный контроль, чтобы во время отправки у паломников не возникло никаких проблем. Касательно таможенной службы у нас были несколько технических вопросов, которые мы до этого, в принципе, с руководством аэропорта уже обсуждали. Это ограничения на вход. Мы их предупредили, что нужно именно для того, чтобы паломники и провожающие не попадали в зону таможенного контроля. На этот раз для удобства паломников и провожающих внесены некоторые изменения в организацию отправки в священные места. В текущем году первый раз мы допускаем паломников до самого аэровокзала вместе с провожающими лицами. Единственное, хотелось бы обратиться к провожающим лицам, чтобы они соблюдали все правила пользования аэровокзалом, чтобы подчинялись действиям сотрудников правопорядка, не создавали препятствия для благоприятной отправки паломников. Паломники вместе с провожающими лицами могут находиться в зоне аэровокзала Магаз и спокойно проводить своих родственников на священную землю. Представитель Сужского отдела МВД обратился к отправляющимся паломничества и их провожающим. Уважаемые паломники, уважаемые лица их сопровождающие, МВД по Республике Ингушетия требует и одновременно просит, убедительно просит соблюдать правила дорожного движения на период отправки паломников, не создавать на прилегающей территории к аэропорту неудобств для лиц сопровождающих и членов семей паломников. В противном случае в отношении данных граждан будут приняты меры административного воздействия. На сегодняшний день все вопросы, касающиеся подготовки к хаджу, решены. Это и регистрация, и оформление документов, и вакцинация паломников. Первая группа из аэропорта Магаз вылетает 30 июля. Всего планируется 5 прямых рейсов до Медины и Джидды. Дана Плиева, Милана Хамчиева, Мака Дударова, Адам Далаков. Новости 24.